сейчас спросим у Лакера. Пернуть на людях или сходить на концерт Ольги Бузовой? Коль, И все, ничего не надо у тебя есть в Наспорте контракт? Я специальный? в первом, в своем любимом блоге на ютубе. Ура. У тебя есть зарплата-то? Есть. Прям вам платят денежку? Да. На спорте? Ну да. Зачем? Почему? Самое смешное, выключи что это щас. от тебя микрофон не включен, поэтому просто по губам ты потом. Смотри, у нас в Амкале выходило где-то примерно со всеми приемками за один месяц 60 тысяч рублей. На спорте больше у тебя? Да. Прям серьезно больше? Да. Больше сатыги. Именно зарплата. То есть у тебя, во-первых, зарплата большая, во-вторых, ты еще бабла можешь много зарабатывать, потому что рядом Милохин и все остальные. Ну да. A few moments later. Карпин. Ну а мы возвращаемся к нашему блогерскому футболу и к деньгам Коли Лакера. Ух, ебать. А как, кстати, это вообще происходит? Ну ты типа такой, все, сезон закончился, да? И такой, и ты думаешь, ну что делать дальше? Да. И, наверное, ждешь, что тебя просто скажут... Просто мы, выгонят да, из команды. Нет, мы остаемся типа в Наспорте и все. И тут Лев Борисович внезапно подходит и говорит: Коль, вот у меня к тебе предложение и есть деньги. Или ты залупался до этого сам и говорил, что неплохо было бы бабла получать? Да, во-первых, я, конечно, так себя не позиционировал, типа, я вот только деньги хочу получать и все, потому что иначе бы я тогда сразу, приходя в команду, бы уже начал такие условия ставить, но нет, я просто понимал, что если я остаюсь еще на ближайшее время, то я точно, хотел бы еще какой-то дополнительный контракт иметь. А вот. почему И так? так получилось, что желания сошлись. А почему так? А что почему? Почему дополнительный контракт? Ну, потому что, Вот мы в учитывая, Амкале какие... даже не думаем об этом. Ну, во-первых, неправда, Или а там, во-вторых... или там много тренировок. Нет, просто, во-первых, у нас 3 тренировки в неделю. У нас очень много каких-то там появляется сейчас обязательств, там, надо посещать там какие-то доп-конференции, какие-то Надевать еще форму Винлайн. съемки. Вот, то есть, там спонсоры в любом случае, то есть, и ты, участвуешь полноценно в жизни команды. Вот, плюс, я через свои еще каналы эту команду рекламирую. Вот, и это абсолютно нормально, то, что какой-то должен быть контракт. И так получилось, то, что как раз, в принципе, команда на вот сейчас в ближайшее время, она будет работать там по схеме, что с медийными ребятами, да, будут договоры, там у всех разные, у всех какие-то разные условия и так далее, но вот желания, получается, как раз совпали. Ну, то есть ты просто сказал: Лев, давай обсудим, что будет Да, дальше, да, и он и тебе... мы- То есть да, вы даже да. не торговались, он тебе принес там, условно, пару сотен тысяч рублей? Пару сотен это примерно похоже. Условно, да, то есть точных цифр не называть не буду, но суть в том, что да, мы просто пообсуждали, там скорее больше мы какие-то там детали условий, знаешь, там могли как-то посвящаться, но в целом у нас не было каких-то торгов, то есть ничего такого. Вот. А в чем прикол вообще сейчас, помимо денег, быть на спорте? Ну там Милохин, вот эти все тиктокеры, у которого больше миллиона, да? То Ты есть имеешь тебе в виду это... конкретно мне или Тебе. Слушай, мне кайф, во-первых, потому что все-таки на МКС была просто какая-то вот эта вот мясорубка в плане постоянно ты что-то несешься там ролик, матч, уже матч, тренировка, матч. А сейчас я хочу именно кайфануть от процесса еще съемки каких-то своих форматов с ребятами, потому что со многими, как ты знаешь, завязались какие-то клевые отношения, и сейчас есть возможность приглашать себе на каналах. Я очень хочу прям как можно больше ребят увидеть в челленджевых форматах, там, в ТикТоке и так далее. Плюс мне очень понравилось, как меня на МКС Сослан стал использовать как футболиста. Я хочу попробовать поиграть таким, знаешь, первым номером, то есть как непосредственный основной игрок. Это тоже очень важно. Самый такой вопрос обывателя: Милохин, он реально интересуется футболом или это типа такая поза больше? Я тебе честно скажу, Данька просто заряжен чуть ли не больше всех в команде. Я тебе скажу так, я приезжаю на тренировку, до сбора там 10 минут, Даня уже бегает по полю, разминается, бежит, типа кросс, еще никто даже на сборы еще не приехал. Даня бежит, бегает, разминается, там, запрыгивает на перекладину, там, подтягивается и так далее. То есть Данька кайфует невероятно. Я, честно, был удивлен, я думал, Дане вообще это будет как-то, знаешь, так не очень интересно. Даня просто кайфует от процесса. Сложилось почему-то такое впечатление у аудитории, что Даня деревянный, в футболе он ничего не может показать, но это на самом деле не так. На тренировках Даня, он понимает, как обращаться с мячом, что делать, куда Давай бежать, так, он куда сильнее давать пас. Пандоса? Слушай, Или Райсена? Слушай, вот честно, я бы сказал, что Данька сильнее, реально, потому что он на тренировках себя проявляет прям неплохо. Вот. Но я видел, он бежит, он там Он обыгрывает. бежит, он обыгрывает, он забивает, он понимает, куда можно отдать пас и так далее. Где-то не хватает там техники, естественно, может быть, физухи, но я бы сказал, что он сильнее Пандоса, да. За такой вопросик Сорки обычно такое, знаешь, представление
представление о Милохине вообще сложилось, что это типа, ну, такой дрищ, наркоман там и Ну так вот, далее, ну что это- типа гон, да? это вообще вообще- полный. Ну, что типа там он что-то, они сидят там в этом Не-не-не. тикток-доме, юзают, как сам Даниш, по-моему, признавался, что он когда-то юзал. А так, по факту, я вот видел, когда была драка, Тудроц на спорте, что он там колесо крутил. То есть он, в принципе, что, он там переобулся и начал физически себя готовить? Слушай, я тебе так скажу, что мы с ним уже снимали ТикТок, где мы там и на руках стоим и так далее, потому что он, видимо, кайфует вообще от этой темы. Я говорю, он просто бегает, там что-то подтягивается. То есть он не какой-то, вот как вы там, ну, не вы конкретно, многие ребята думают, что он какой-то вообще, типа, ничего не умеет, ничего не знает, только снимает ТикТок. Нет, Данька, типа, классный чувак, клево с ним общаться, и мне очень нравится его энергетик. По нему последний вопрос. Слушай, он настоящий? Вот ты там условно в видосах у Собчак, в видосах здесь. Или у него вот такая вот поза заметная, что вот там типа я такой просто глупенький танцую. Или он по факту действительно такой настоящий и постепенно там развивается, учится, там что-то новое узнает, чем-то интересуется. Слушай, вот на этот вопрос пока, наверное, я не буду отвечать, потому что мне сложно, еще я с ним не столько знаком, не столько времени я с ним провел в каком-то личном общении, но опять же, потому что я вижу, у меня нет ощущения, что он там играет какой-то образ, мне кажется, что он действительно там пытается как-то, ну, развиваться, какие-то новые там, да, вещи узнавать, поэтому, но опять же, чтобы, знаешь, так говорить, все-таки с человеком Ну нужно, да. лично прям, знаешь, быть знакомым, мы пока только-только вот там, знаешь. А СОС, он тебе реально говорит, все, Колян, ты типа, я вижу, что ты, допустим, у тебя вот есть качество, у тебя есть качество скорости, ты можешь открываться, забегать, Да. поэтому типа я в тебя верю, ты будешь играть в основе. Ну, То есть то, чего там не хватало в том же Амкале. Да, и вообще на самом деле мне кажется, что у меня с Сосом еще какие-то вот такие, знаешь, отношения сложились хорошие еще во время МКС. То есть я прям чувствовал от него, что он как-то видит во мне действительно какое-то усиление непосредственно в атаке. И, ну, у меня есть ощущение, что и сейчас это тоже будет все в таком же русле продолжаться. Поэтому в Амкале, да, мне было правда тяжело. Мне кажется, что, не было, знаешь, какого-то расчета на то, что я прям игрок такой основы. Вот. А здесь я как бы по сути реально могу вот себя почувствовать таким полноценным основным игроком, на которого прямо и идет расчет, что он может выйти и непосредственно усилить, непосредственно принести гол, да, или какую-нибудь там опасную атаку. Вот. Хотя я понимаю, что это действительно так. Ну, это действительно так. Я не раз это доказывал, но в Амкале как-то вот... Ты можешь сравнить Соса и Ивановича? Представители разные вообще тренерской школы, с Ну кем да, тебе комфортнее и какое вот такое вот сравнение получится у тебя? Здесь, кстати, сложно, такой хороший вопрос, но мне, наверное, конечно, можно сказать, что да, комфортнее с тем тренером, который тебе как бы больше доверяет. У меня было иногда ощущение, что Денис Иванович как будто, знаешь, где-то вот не верит в меня. То есть я и с Герой тоже, у меня были, знаешь, по этому поводу как бы разговоры. Но это окей, как бы это нормально, что какой-то тренер, да, к тебе может как-то не так относиться вот в этом смысле именно футбольном. Вот, поэтому, а так, во-первых, тренировки у нас гораздо дольше, то есть... На спорте? Да, тренировки прям, знаешь, как будто заточены больше на выносливость, чтобы вот прям изнурительные такие были долгие, там по 2 с лишним. Мне кажется, вообще нет тренировок, которые меньше бы там 2 часов длились. Да, и, конечно, я тоже где-то уже про это говорил, очень сильно тот материал, который мы типа вот используем на тренингах, он у Дениса Ивановича это очень много упражнений, очень много разных вот этих вот тактических каких-то схем, а на спорте мы, получается, там можем за тренировку там буквально там несколько упражнений сделать, но мы их прям долго фигачим, долго очень, вот, и очень много потом играем, то есть у нас там последние всегда час, это уже прям такие игровые, знаешь, упражнения. В Амкале, насколько я помню, и вот был на вашей тренировке прям на днях и тоже посмотрел, там наоборот, там игре уделяется прям немножко времени в конце всегда, как правило, вот, а до этого вот эти вот все, знаешь, такие сложные схемы, то есть, опять же, для меня лично, я люблю поиграть больше, мне кажется, все любят поиграть, да. Поэтому, то есть, наверное, здесь мне как бы так более, что ли, комфортно, но я такой человек, который всегда слушает тренера. Типа, что тренер скажет, я делаю. Я, кстати, упустил как-то этот момент, когда, возможно, ты уже рассказывал, как ты именно уходил из Амкала. Здесь перед МКС, да, здесь было как с условными там сборником, когда Герман должен был написать и не написал. Либо он уже в мае тебе сказал, Колян, мы расходимся. У нас было все четко, абсолютно. Сразу, когда уже заканчивался наш сезон, и было понятно, что Герман какие-то планирует эти перестановки, я понимаю, что у Геры иногда бывает склонность к тому, чтобы не говорить прямо тебе, вот прям сказать, вот так и так, все, раз, два, и ты понимаешь. Гера может это затянуть немножечко, знаешь,
знаешь, так типа растянуть эту резину. Я такой сразу Гере, прям буквально там в первые же дни я пишу, говорю, Гер, вот так и так, я хочу планировать лето, я хочу там все свои планы понимать. Просто скажи мне четко, ты рассчитываешь на меня как на игрока прям полноценно на МКС. Вот, и мы с ним просто обсудили, он мне прямо сказал, что так и так, что он набирает там сильных ребят и так далее. И мы прям совершенно спокойно и четко разошлись, и я уже, наверное, тогда понимал, что если я и буду играть на МКС, то, наверное, ну, из тех команд, где мне было бы интересно играть, это, наверное, на спорте, потому что это абсолютно новая аудитория. Да, это огромная... TikTok, тем более твоя аудитория. Да, да, огромное количество, какой-то новый пласт вообще людей из разных сфер, это супер, это как бы свежо и здорово, и действительно там, ну, в принципе, я так понимаю, на спорте, ну, примерно так же думали, что когда я оказался свободным агентом, вот, мне как бы сразу... Ну, что, да, подходящий абсолютно. Да, да, поэтому у нас было такое обоюдное, мы просто обоюдно разошлись, и вообще не было никаких недопониманий. Но я так понимаю, что после подписания контракта, если раньше можно было предположить, что ты, допустим, поедешь куда-нибудь с Амкалом в Казахстан, например, да, там на какой-нибудь один матч, когда уже будет не МКС, то сейчас уже такого возможности воссоединения уже 100% нет. Ну да, опять же, на данный момент у меня не стоит подписи еще под договором, то есть ничего такого нет, но, скорее всего, она там в ближайшее время появится, и в этом случае, конечно, до Нового года, да, как минимум, то есть я не смогу нигде с Амкалом присутствовать, но это понятно, это нормально, и, конечно, я бы хотел с удовольствием, я очень хотел съездить в Казахстан, и как бы, ну, я буду, знаешь, немножко так расстроен, то, что я пропускаю этот матч, но в целом как бы, это осознанный выбор, вот, это окей, это нормально. Ты тоже считаешь, что нынешний Амкал скучный? Да. Или ты ближе к мнению Тани Мингалимовой, которая сказала, что новый Амкал типа как Дом-2? Нет, вообще нет, я ни с тем, ни с другим не согласен. У меня, возможно, было в начале какое-то ощущение, что я немножко, знаешь, с недоверием относился вот к этой идее пересобрать полностью состав и набрать ребят, которые вроде бы там, ну там же есть, знаешь, типа чуваки, которые вроде бы уже давно в медийной сфере, но не сказать, что они как бы вот да. прям взрыв какой-то, да, у них был. И я вот думал, неужели действительно вот сейчас вот Гера всех соберет, и они как-то выстрелят. Но, если честно, выстрелят или нет, это вообще стало неважно, когда я просто там посмотрел первые пару выпусков. То есть, ну, до этого я никогда не смотрел выпуски Амкала, потому что, типа, что смотреть, если ну, ты да, сам... если ты сам все видел. Да, сам все видел. А тут я посмотрел ваш матч с ЦСКА, и я себя поймал на мысли, что, блин, мне кайфово и интересно смотреть. Я не знаю, как у зрителей, да, которые, может быть, никогда в Амкале не были, но мне, как человеку, который уходил из одной команды и сейчас видит совершенно другую, я кайфую. И когда я ходил на ваши матчи на МКС, я прям искренне кайфовал. То есть у тебя не было никогда мысли, что типа вот я типа ушел, сейчас я в другой команде, хотелось бы, чтобы они подобосрались? Ты что? Нет, вообще. Ну, как бы ты меня знаешь, как бы я вообще не Ну, такой да. человек, в принципе, но я тебе честно скажу, я искренне кайфовал и искренне радовался, когда вы выигрывали, потому что я смотрел, и я видел такой крутой футбол. Мне так нравилось, как вы играете. И я понимал даже, что ну, в целом, ну, даже если бы я остался, во-первых, я бы не играл все равно, в любом случае. Ну, куда там я бы, ну, может быть, бы чуть-чуть играл, но, скорее всего, Иванович бы такой, не, типа, все, Коль, давай, ну, пошли там спокойненько. Ну, из Саракьяна. Да, и я просто наслаждался вашей игрой, и вот сейчас я пришел еще к вам на тренинг, и я смотрю, и честно, ну, как бы, я понимаю, что я бы очень хотел играть в этой команде, как минимум оказаться на поле на одном вместе там с Васей Мавриным, с Майком, там с Барой, с Сеней. Да, я бы хотел поиграть в футбол внутри вот этой тимы. Знаешь, в чем была проблема еще? С прошлым, вот, с составом Амкала, далеко не со всеми у меня был какой-то вот коннект. Да, со многими ребятами я, например, вообще не общался вне клуба. А сейчас Гера всех ребят, которых собрал, я с ними уже либо в Амкал Про мы там играли. Они, кстати, очень комфортные, легкие, все прикольные. Они видно, что влились, и мы с ними там и снимали уже. То есть я, короче, с этими ребятами уже, у нас есть вот этот, знаешь, если прошлый состав немножко там устал от славы уже, ну какие-то... Наверное, да. Очень кайфово. А вот сейчас чуваки с удовольствием прям готовы залетать на челлендж, на те же, которые мы уже там, эти пенальти уже по 600 тысяч раз пробили, а тут я просто смотрю, как они кайфуют, и я сам начинаю снова кайфовать от этого. Вот, поэтому нет, очень здорово, и я действительно, ну, прям могу, наверное, честно сказать, в этом ничего такого нет, что я бы очень хотел играть в этой команде, и, ну, как бы, а что там в будущем, может быть и сыграю, может быть нет, но это кайф. Я смотрю на тренировки, и я там такой... Слушай, ну по уровню-то, мне кажется, на спорте-то не хуже, либо сейчас будет отчасти сильных футболистов, не медийных, вы будете отказываться, или... Слушай, я вот прям как-то подтвердить или опровергнуть эту инфу, наверное, пока не могу, стоит чуть подождать каких-то уже официальных, наверное, заявлений, но по настроениям есть ощущение,
ощущение, что действительно у нас как-то хотят ребята, ну вот руководство команды действительно хочет делать ставку больше на медийных, да, на медийных ребят. И где-то что-то там вот уже я вроде слышал, что какие-то ребята там профики, они, возможно, как-то вот будут отходить, а другие медийные профики, ну вот условно как Блатов ему предложили, хотя мне кажется сразу знал, что Блатов не согласится. Ну, как я и сказал, да, ну, как бы для меня это почему-то не было таким удивительным. Я сразу сказал, что Витя не перейдет. Но, опять же, видимо, была ставка на то, что ему предложили какой-то финансовый... Нет, мне кажется, там еще как бы была ставка на какой-то финансовый, да, вот этот вот финансовое предложение. Но, опять же, то есть в Амкале в новом сейчас уже тоже финансы, да, появляются. Так что, ну, и, видимо, там не такое было предложение, чтобы Витя прям такой, нет, все, я все бросаю. Я все бросаю, да, поэтому, но я не знаю насчет этой идеи, как бы, если действительно уберут всех профиков без медийки, таких как, ну, там, знаешь, например, какой-нибудь Комис или там Миша Жуковский, вот, который у нас есть, сработает ли эта штука? Потому что у нас, ну, есть хорошие медийные ребята, да, там, по типу и так есть, да, футболисты, за которыми вот, тянуться да, тоже важно. Да, то есть, ну, вот, окажутся на поле, там, 10-11 медийных только ребят. И, ну, мы же знаем, мы уже проходили это в Амкале еще пару лет назад, то есть будем ли мы тянуть, как бы тащить, а с кем тогда играть? Либо, знаешь, только соглашаться на матчи с исключительно медийными командами. Ну, да. А эти медийных команд сейчас найти? Их не так много сейчас, поэтому... Тот же Тудрос тоже уже не такой медийный, ну, кто там нет, ну даже если, допустим, предположить, что мы сыграем там медийными составами, там, с Тудротс, которые, например, там тоже... Вот, Мбаппе самых, да, выпустит самых таких, знаешь, медийных ребят, которые редко играли там на том же МКС. Окей, но опять же, в какой-то момент, мне кажется, там команд-то не так много, поэтому я вот, честно, пока не могу сказать что-то насчет вот этой вот идеи. А вот Текила, он реально прям зажегся этой тоже тусы? Вот тем этим МКС? Потому что он так что-то ярко зашел, прям ярко-ярко зашел, а потом МКС закончился, и он также ярко исчез. Да. Просто сейчас, его нет. Сейчас, ну там, насколько я знаю, сейчас у него вот несколько недель он не появлялся, у него там какие-то со здоровьем были тоже моменты, но... Да, на МКС он залетел прям супер ярко, я вообще офигел, когда я пришел в команду, и, ну, я знал, что там будет Саня, и я такой, ну, типа, будет, наверное, знаешь, просто как лицо такое медийное, и не особо там что-то будет, знаешь, выдавать. Я прихожу на тренировку, просто тренировка, там даже не то, что предыгровая, просто тренька, и он там... Да все, там такая речь, как будто, ну реально там на матче у нас не было такой речи. И я такой офигел с этого, а сейчас, да, пока не очень понятно, то есть, знаешь, как после вот этого такого пика, сейчас как будто вот идет, мы немножко... Как будто интерес прошел, он переключился на другие вещи. Да, но опять же, не знаю, возможно, это какая-то пауза, потому что он все равно сейчас занимается тем, что там, ну, съемками конкретно, да, на спорте, то есть нет, как бы он все это продолжает делать, но опять же, просто он сейчас выпал там на пару недель по здоровью. Ну и последнее, вы, как вы сами понимаете, это у нас не полноценное интервью, мы просто так стали поболтать, пока ребята играют в домино, как старперы, или во что-то там другое. Объясни мне, чем вот по сравнению с Инстаграмом, Ютубом, вот чем сейчас круче ТикТок, в чем прикол, и кайфуешь ли ты сам именно от ТикТока, или ты просто понимаешь, что это такая сфера, где можно наклепать кучу видосов, и они будут заходить, потому что сейчас такие потребности аудитории. Или тебе самому очень по кайфу именно делать ТикТоки? Слушай, ну мне изначально, да, было очень по кайфу, когда я только залетал в ТикТок, я прям в какой-то момент словил дикий кайф, и, если честно, я удивлен, что он все еще до сих пор примерно на таком же уровне остается, но сейчас уже нету такой вот, ТикТок не так сильно, наверное, манит, потому что вот этот вот взлет, пик самый, когда ты мог зайти туда и просто вот прям сходу, ну нет, все равно сейчас, конечно, еще остаются такие ребята, которые тоже залетают и сразу набирают огромную аудиторию, но в целом все равно сейчас чуть-чуть, знаешь, вот уже на спад идет вот эта вот возможность себя продвигать там просто с нуля, но при этом все равно это очень здорово, потому что ни в Инсте, ни в Ютубе, как бы в Ютубе я вообще не представляю, как сейчас развиваться, я не представляю, как вот просто зайти в Ютуб, типа я вот новый блогер, меня никто не знает, я не с телека, что самое важное, потому что как бы мы видим, как сейчас просто пол Ютуба это телек. В ТикТоке же, да, ты можешь прийти, ты можешь начать себе набирать аудиторию, делать какую-то медийку, и когда, знаешь, ко мне обращаются какие-то вот там, ну, ребята, у которых нет аудитории, говорят, блин, что, как, Ютуб там или Инсту, я всем, конечно, советую ТикТок, потому что это самое простое. Вот, но, не, я кайфую, я правда кайфую, мне нравится, и сейчас я на самом деле уже совмещаю долгое время и приятное с полезным, то есть я
монетизирую очень круто ТикТок, и зачастую ТикТок мне там приносит даже больше, чем там Инстаграм, например, условный. Вот. Хотя, видишь, Инста сейчас вот наконец-то в России тоже в Reels уже включила, там пару месяцев, да. И тоже Reels так бустится, видно, что типа они... Ты начал уже фигачить. Да, я начинаю фигачить Reels. То есть ты мне советуешь тоже Reels фигачить? 100% как минимум ты можешь просто перезаливать ролики, которые... просто в Reels, да? Да, и они там зачастую собирать могут даже больше. Вот. Reels я тоже хочу монетизировать, потому что почему бы не монетизировать то, что, в принципе, должно монетизироваться, тем более, что в Инстаграме аудитория не пересекается. Вот у меня там в ТикТоке, допустим, сейчас 500. То есть Reels можно даже в профиль не выкладывать? Лучше выкладывать, потому что оно так больше просмотров будет собирать, но можно и не выкладывать, но я бы советовал все-таки постить. Я вот последний месяц попробовал вести ТикТок, недели 2-3. Ну что, у меня там пару-тройку видосов под миллион собрали. Ладно, все, друзья, пока это мы просто так поболтали. Интервью, если когда-нибудь Николай захочет, мы большое сделаем. Я с удовольствием. Вообще, мы никогда не брали интервью, у меня очень много о чем можно спросить, очень много скелетов. Тем более Николай еще и журналист, и захватывает, он очень культурно и благородно захватывает все сферы деятельности, современности, от Ютуба до ТикТока. Типа, а можно пройти, пожалуйста? Я такой хороший, ни с кем не ругаюсь, и дарю вам радость. Все, Николай вам тоже подарил немножко радости. Всем пока.